Всем привет, меня зовут Алина, и сегодня я буду вашей дежурной по городу. Постепенно жизнь столицы возвращается к привычному ритму жизни, поэтому мы продолжаем знакомить вас с местами и заведениями, которые возобновили свою работу. Чайхана Шоина, как и многие рестораны, на протяжении этих 2 месяцев испытывала острый недостаток клиентов. Но сейчас постепенно лучшие времена наступают и для этой сферы обслуживания. Давайте зайдем внутрь и узнаем, как все устроено. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Разрешите? Конечно. 36,2. Все в Спасибо. норме. Пожалуйста, проходите. Расскажите, пожалуйста, кто обычно приходит к вам и с какой целью, для чего? Приходят на гости разного возраста, молодые, взрослого поколения, преклонного возраста. Приходят пообедать, поужинать. Семья приходит. Есть у нас банкеты, банкетные залы специально для банкетов, корпоративов. Вкусные блюда у нас здесь готовят. А какое самое фирменное блюдо, которое вы... Ну, коронное блюдо у нас шашлыки. Шашлыки 20 видов. Например, шашлык из баранины или говядины здесь стоит 17 самани, хом-шурпо стоит 14 самани за порцию, лагман половина порции 16 самон, целая порция 26 самани. Чайхана предоставляет ассортимент как завтраков от рисовой каши и блинчиков с мясом до ужинов. Поэтому среди посетителей можно увидеть и тех людей, которые живут неподалеку и пришли сюда просто пообедать, так и специально приезжающих сюда людей. Расскажите, пожалуйста, почему вы пришли сюда и какие блюда вы заказывали, что понравилось? Мы пришли сюда, просто у нас дома никто не готовит, мы сами снимаем квартиру, поэтому пришли тут пообедать. Вчера мы пришли в Аберман, шурпу заказали поели, а сегодня манты. Манты понравился, вкусно готовили. Придете сюда еще? Ну да. В зависимости от предпочтений гости могут выбрать общий зал, отдельные кабинки или топчаны. Днем, конечно же, гости предпочитают закрытые кабинки. Там есть кондиционер, а в VIP-кабинках даже телевизор. Но вечером топчаны полны народа, потому что здесь можно найти ту важную и нужную летом прохладу, которую дает этот фонтан. Почувствовать себя за городом можно, не выезжая из столицы. Плетеные шатры, топчаны на берегу реки и, конечно же, самый настоящий водопад. А вот эта рыба, которая у вас там плавает, ее можно заказать и съесть? بعد ما برده در کدام حالت که خواهم منگل در روغن خواهم روغن گریل خواهم گریل داده میتونیم. Следуя новым требованиям, официанты работают в одноразовых масках и перчатках. Не обходятся и без ежедневного инструктажа. За это отвечает старший официант. اولین درجه سلامتی افسانت ما نگاه میکنم. بعد میفهمونم که چخیل فرد با مهمان چخیل مهمان زکات گیرن با کدام دیستانسیا گیرن چخیل подавать کنن. همه وقت перчатки дастукатой используют. Топчаны находятся на расстоянии друг от друга. Они раньше были так расставлены для удобства гостей, чтобы они не мешали друг другу во время приема пищи. Сейчас это удачно вписалось в рамки новых санитарных требований. Тревога у жителей и гостей столицы снизилась, поэтому они чувствуют себя вполне безопасно. В Душанбе можно найти заведения, которые строго соблюдают гигиенические и санитарные требования. Однако остаться и поесть дома или выйти в ресторан решать вам. Мы же настоятельно рекомендуем: носите маски и чаще мойте руки.